утро, Республика! В эфире главного национального канала программа «Новый день». В студии работает Катерина Винокурова. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к своим голубым экранам и по традиции встречает утро нового дня вместе с нашей компанией. На календаре 10 сентября, день недели вторник. И ежегодно в этот день Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. Очень глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. Лунный же календарь характеризует нам сегодняшний день напряженным и считается самым сильным из всего лунного цикла, а также одним из самых удачных из всего лунного месяца, несмотря на свою суровость. В организме у нас происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось и наметилось в начале лунного месяца. День хорош для начала поездок, командировок, путешествий, а также благоприятен для стрижки волос и для заключения брака. Такова общая характеристика этого дня. Я желаю, чтобы сегодня хорошее настроение вас не покидало. И этот день принес вам только удачные свершения. Ну а далее знакомимся со свежим прогнозом погоды. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4, плюс 10 градусов. Днем ожидается до плюс 18, плюс 19 градусов. В Заречье утром 0, плюс 6, днем до плюс 16, 19. В Южных Улусах плюс 5, плюс 6 утром, днем до плюс 12, плюс 14. В Вилюйских Улусах плюс 7, плюс 13 утром, днем до плюс 17. В Нижнеленских Улусах плюс 4, плюс 8 утром, днем плюс 10, плюс 15. В Западных Улусах плюс 6, плюс 11 утром, днем плюс 15, плюс 18 градусов. В Колымо-Индигирских Улусах от минус 1 до плюс 4 утром, днем до плюс 6, плюс 10. В Янских Улусах плюс 3, плюс 5 утром, днем плюс 2, местами 8 градусов тепла. В северо-западных Улусах плюс 1, плюс 5 утром, днем ожидается до плюс 4, плюс 8 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 18, плюс 20 градусов. Ну что ж, очень надеемся, что бабье лето у нас наступило. Плюс 20 – это все-таки очень хороший градус, по-моему, на мой взгляд, для сентября. В селе Покровка Амгинского района село Покровка Амгинского района можно по-настоящему назвать чудным и дивным краем. У жительницы села, заслуженного агронома Российской Федерации Галины Пилипейкиной, уже который год созревают яблоки. Красавица яблоня сорта «Чудная» занимает особое место во дворе Галины Альбертовны. Саженец хозяйка заказала еще в 2012 году из Челябинской области. Плодоносить яблоня начала на 5-й год. Как говорит Галина Альбертовна, нынче год урожайный. И как приедут родственники, мы с радостью все соберем. Вместе с красавицей яблоней во дворе заслуженного агронома растут разнообразные ароматные цветы, арбузы, капусты, дыни, ягода малина и многое-многое другое. Вот такую красоту подарило нам незабываемое лето 2019 года. Ну а с основными событиями и новостями по республике и за ее пределами нас ознакомят мои коллеги из информационной службы. Им слово. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте.
Завоз топливно-энергетических грузов в Якутии на сегодняшний день выполнен на 90%, и 80% доставили до мест назначения. Как нам рассказали в Государственном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства, до середины октября весь необходимый объем будет выполнен, несмотря на мелководье на реке Лене. Завоз грузов на реке Колыме и вовсе перевыполнили. По ней на сегодня завезли аж 104%. К примеру, с угольного разреза Джибарики-Хая у нас при плане 158 800 отгружен практически весь объем, за исключением 3500 тонн, предназначенных для доставки в пункты Усть-Алданского района. В ближайшую декаду данный объем будет доставлен до пунктов назначения. При плане 57 800 тонн доставки угля с Ангарского угольного разреза у нас доставлено до пунктов доставки 67%. Плановое отключение воды пройдет в нескольких кварталах столицы республики в эти дни. Сегодня с 10 утра до 20 часов вечера в связи с врезкой запорной арматуры на участке водолинии Дежнева, автодорожная 20. Под отключение попадают кварталы 68, 11, частично 10 и 65. Подача воды будет ограничена также 11 сентября с 10 до 24 часов в связи с переврезкой, необходимой для проведения ремонта дороги. Отключат кварталы 70, 74, 23, 114, 143, 56, 59, частично 48 и жилой дом 102 по улице Лермонтова. Высшая школа экономики повысит качество образования школьников Хангаласского улуса. До 2022 года образовательные результаты учеников должны вырасти на 10%. Будут внедрены новые педагогические и цифровые технологии, обновлены управленческие и организационные механизмы муниципальной системы образования. Эксперты повысят квалификацию педагогов и директоров школ. Отмечается, что особый акцент будет сделан на онлайн-образовании и проведении каникулярных школ. К проекту планируется привлекать местные организации, которые обладают нужным потенциалом для работы с учителями и детьми, а также профессиональное сообщество. В Улусе всего 28 школ и почти 5000 учеников. Испытанные подходы в дальнейшем планируется распространить на другие муниципалитеты, в том числе за пределами Якутии. Стартовал новый телесезон в национальной вещательной компании «Саха». Дирекция эфирного вещания учла все пожелания зрителей и включила в программу рейтинговые передачи. Кроме этого, появились новые телепередачи для мужчин и гурманов. Также компания выпустит новые сериалы. Уже в декабре планируется показать сериал под рабочим названием «Иза и Лиза». А после Нового года еще один телесериал. Новые проекты – это у нас «Готовим вкусно», затем идет «Мужской разговор», это которые в этом году только запускаются эти новые передачи, и уже полюбившиеся передачи, которые «Сеген Сире», «Энсо Луску», «Нюрдель», это все равно порадует наших телезрителей, и новый проект у нас будет «Танцуй Инкюля», и где мы принимаем заявки, до сих пор пока принимаем, участвуйте. Там не более 10 человек, коллектив должен быть с республики, и там не участвуют непрофессионалы, это самодеятельные коллективы. Также с этого дня радио ТТ можно слушать через новое мобильное приложение. Дирекция радиовещания НВК «Саха» запустила новое мобильное приложение на платформах iOS и Android. Таким образом, пользователи могут слушать якутское радио в любой точке мира, где есть интернет. Отметим, что в новом радиосезоне редакция подготовила для жителей республики много интересных программ. Также радиослушателей ждут оперативные прямые включения с мест различных событий. В течение 17 часов в студии будут находиться ведущие, а также много новых рубрик, передач, а также прямых подключений именно с места событий. А также будут литературные чтения произведений известных авторов. А также мы на днях запустили новое мобильное приложение. Таким образом можно слушать радио в любой точке мира, где есть интернет и мобильная связь. Такова информация к этому часу. Оставайтесь с нами.
Спасибо, коллега. Мы продолжаем наш эфир. Теплоэнергосервис проводит акцию «Заплати долг без пени». Целью акции является стимулирование потребителей к оплате задолженности. Акция проходит в районах республики, а также в районе Охотск Хабаровского края. Тему продолжит моя коллега Наталья Колесова. В прощенные дни якутяне смогут погасить долги за электричество. Целью акции «Заплати долги без пени» является стимулирование потребителей к оплате задолженности. Акция проходит в районах республики, а также в Охотске Хабаровского края. Если человек, имея задолженность, производит платеж, ему списываются пени. Акция проходит с 1 сентября, она уже идет по 10 октября этого года. Поэтому приглашаем наших потребителей, имеющих задолженность, уделить внимание своей задолженности и сэкономить значительно на своем семейном бюджете. Целью данной акции является, конечно же, снижение задолженности, которая накопилась у потребителей, и повышает, скажем так, платежную дисциплину. На сегодняшний день теплоэнергосервис осуществляет работу в 6 районах республики и в Охотском районе Хабаровского края. Компания эксплуатирует более 80 котельных на различных видах топлива. Это уголь, нефть, газ, также электрическая энергия в поселке Чернышевском. Значит, осуществляем свою деятельность мы с 2005 года. Предприятие у нас работает более 2000 человек. Мы являемся одними из крупнейших поставщиками и транспортировщики тепловой энергии на территории Республики Саха-Якутия. Акция «Заплати долги без пени» длится до 10 октября. Для участия в акции потребителю необходимо будет произвести платеж любым удобным способом. Наталья Колесова, Арсен Степанов. Новый день. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. На наш WhatsApp номер абонент МТС 279-2262 продолжают поступать ваши сообщения. Вы, телезрители, все задаетесь вопросом, почему мы начинаем с русского блока нашей программы. Отныне, точнее со вчерашнего дня, с 7 часов утра встречайте утро вместе с нами. А наших коллег из якутского блока Сангакюн не теряйте, в 8 часов вы с ними обязательно встретитесь. Также хочу напомнить, что посредством нашего WhatsApp номера вы можете поздравить своих друзей, родных с каким-либо знаменательным событием, или задать вопросы нам по возможности, мы обязательно все зачитаем. Мы продолжаем. Министерство транспорта России прорабатывает вопрос о том, чтобы граждане, имеющие право на покупку льготных авиабилетов, могли проводить авторизацию через портал госуслуги и приобретать их онлайн, а не только в кассах. Об этом сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчик, передает ТАСС. Замглавы Министерства транспорта Российской Федерации Александр Юрчик сообщил, что в министерстве работают над созданием возможности покупки льготных авиабилетов онлайн. Такая услуга будет доступна для граждан с правом на льготные билеты. Если данный проект начнет работать, россияне получат возможность не ездить за льготными билетами до аэропорта, а приобретать их через сайт госуслуги. В настоящее время Минтрансом России совместно с Минкомсвязью России прорабатывается вопрос обеспечения возможности авторизации пассажиров при покупке льготных перевозок через иные государственные информационные системы. Депутат отметил, что сейчас российские перевозки используют 5 разных систем бронирования без объединенного источника информации, которые необходимы для подтверждения права на перевозку по специальному тарифу, передает ТАСС. В настоящий момент продажа авиабилетов, напомним, гражданам, имеющим право на приобретение их по специальному тарифу, происходит в порядке живой очереди через кассы. В регионах Дальневосточного федерального округа этот процесс может затягиваться до 30 часов. Более того, жители многих регионов не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты.
Ну а в воскресенье город Якутск отметил свое 387-летие. И в рамках празднования Дня города в год добрососедства прошел по традиции уже сложившийся фестиваль Ухи. О том, как это было, давайте посмотрим в следующем сюжете. Шестой год фестиваль проводится в целях популяризации здорового образа жизни, здорового питания и разнообразия блюд из рыбы, водящихся в реках и озерах Якутии. Согласно положению, в конкурсе приняли участие все желающие – семьи, любители рыбалки и профессионалы, представляющие предприятия общественного питания. По словам организаторов, с каждым годом участников становится все больше. В этом году были представлены 5 команд предприятий общественного питания, 8 команд любителей рыбалки и 3 участника – семейные пары. Участники готовили уху по своим оригинальным рецептам. Ограничений по ингредиентам не было. По итогам фестиваля в группе «Семейные команды» победа в номинации «Лучшие вкусовые качества ухи» досталась семье Ивановых. В дополнительной номинации «Самая гостеприимная команда» победила команда Сайсарского округа. В номинации «Оригинальность оформления подачи ухи» первое место заняли команды Жиганского улуса и поселка Кангалассы. Лучшими в номинации «Лучшая презентация ухи» стали представители промышленного округа. Не знаю, приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает. Наверняка, посмотрев сюжет, разыгрался у многих аппетит. У меня, например, точно разыгрался. Начало учебного года – это всегда повторение прошлогодней школьной программы. Что помним мы, взрослые? Остаются ли у нас какие-либо знания со школьной скамьи? Давайте проверим. Кто ввез картошку в Россию? Колумб. Картошка России, крестьяне, а как же? Петр Первый. Петр Первый. Петр Первый, по-моему. Петр Первый? Петр Первый. Петр Первый. Петр Первый, по-моему. Кто открыл Берингов пролив? Сейчас. Так. Не знаю. Берингов. Беринг. Берингов. Беринг. Берингов? Наверное, Беринг, нет? Верно. Витус Беринг. Правильно, да. Что пересадили шарику в собачьем сердце? Ну, пересадили. Что-то связано с гормональным, что-то было. Ему ноги сделали. Человеческое тело ему дали, да. Сердце. Сердце. Ну, сердце, наверное, человеческое, да? Нет. Ой, даже не знаю, что там. Ну, Я не люблю Бога говорить. Подождите-ка. В мозгу что-то было там. Мозг. Мозг. кто написал эти строки? Точно вы знаете. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, сожженная пожаром, французу отдана». Так, кто это был? Нет. Да? Пушкин. 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 Пушкин? Нет, не Пушкин. Не Лермонтов? Лермонтов. Это Лермонтов. Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Лермонтов. Да? Лермонтов. Произведение как называется? Господи. Бородино, да? Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Блин, я прекрасно знал. Ну, Лермонтов. Что больше, 1/2 или 2/4? 1/2. Наверное, 1/2. 1/2. 1/2, конечно. 1/2, по-моему, больше, чем 2/4. 2/4. Они одинаковые. Они одинаковые, по-моему. Так, они равны? Равны. Это 0,5. До
Доброе утро. Мы продолжаем. Я, кстати, не знала, что 1/2 и 2/4 равные. Совсем забыла. В День города Якутска стартовала республиканская акция «Дворовые театры». Началась она с постановок народных театров сел Хатасы и Немигюнцы, кукольного театра Музея музыки и фольклора Якутии, а также театра юного зрителя и театральных студий. Более подробно об акции мы сегодня говорим с первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владиславом Валерьевичем Левочкиным. Владислав Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, дворовые театры, да, что они из себя вообще представляют? Какие это театры? Ну, вообще, нашу республику называют театральной державой, а нынешний год он особый. Это год театра Российской Федерации. И вот в рамках того, что у нас объявлен также год консолидации в Республике Саха-Якутия и год добрососедства в городе Якутске, был предложен такой формат «Дворовые театры». Это имеется в виду вообще в целом театры, которые выступают под открытым небом. Open Air, да? Open Air. Ага, это уличные театры, это дворовые театры, это площадные театры. И, в принципе, у нас всегда очень много таких событий происходило, но мы сделали в этом году более целенаправленно, придали этому форму акции, и в течение года у нас проходят различные мероприятия, не только, собственно, сами представления, но также обучающая программа. Мы обучали работников управ города Якутска и работников администрации города с тем, чтобы вот такие мероприятия, они проводились повсеместно. У нас очень много общественных пространств появляется в последнее время. Скверы, парки, площади, новые площадки. Их нужно осваивать, наполнять какими-то событиями для жителей города. Ну а подобная практика вообще проведения, она популярна ли где-то за пределами Якутии наверняка, да? Да, Для нас это первый опыт. Ну, мы хотели бы, чтобы этот опыт был шире, чтобы его принимали в других городах, в других районных центрах нашей республики. И, в принципе, ну, вообще у нас театральная республика, у нас 10 театров профессиональных. И помимо этого 53 народных театра. Это самодеятельность, то есть это люди, которые под руководством профессиональных работников, художественных руководителей создают свои постановки на местах. Ну, то есть при домах культуры в селах создают постановки обычные люди, то есть они в обычное время работают там кто учителями, кто-то бухгалтерами, кто-то там уборщицами, да, но они вот приходят, собираются и вместе делают театральные постановки. Это не только форма как бы релаксации, да, такой, ну как бы разгрузки психологической, это также форма самодеятельности, которая привлекает большое число зрителей и бывает очень популярна на селах. И надо сказать, что вот наша республика, сохранив вот этот вид самодеятельности, она создает для себя, конечно, почву для того, чтобы развивалось наше профессиональное искусство. То есть именно благодаря такой активности на местах у нас возможны такие прорывы, достижения в профессиональном искусстве. Но, как мы уже отметили, акция стартовала в День города. Как зритель принял это? Да, зрителей было очень много, и нам очень повезло с погодой. Это всегда очень важно, когда мероприятие проходит на улице. И мы очень благодарны нашему городскому парку культуры и отдыха за то, что поддержали нашу идею и вот, дали возможность выступить на главной сценической площадке парка. Также у нас были представления в эти дни в ботаническом саду, в детских лагерях. И мы хотели бы, чтобы вообще такая форма сотрудничества она стала продолжительной, и в дальнейшем мы тоже ее развивали и сотрудничали. И надо сказать, что это очень сейчас востребовано, поскольку на самом деле возможностей для того, чтобы отдыхать, становится больше, да, и нужно помогать нашим жителям республики проводить свой досуг полезно, интересно, ну и так вот насыщенно. А каковы сроки у акции, где можно будет посмотреть? Ну, акция проводится в рамках нынешнего года театра, года консолидации, года добрососедства. Надо сказать, что у нас в течение года запланировано очень много событий, важных событий, в том числе для народных театров. В конце года у нас планируется форум народных театров, на который съедутся вообще представители со всей республики, поскольку народные театры, конечно, у них и не только очень насыщенная жизнь, но и есть бытовые тоже сложности, проблемы, и нужно помогать, обучать их.
и помочь. Мы хотели бы провести несколько курсов по разным направлениям, начиная там от подготовки декораций, там, заканчивая, там, допустим, гримом, работой там с париками, постижерское дело, да, допустим, ну, по таким тонкостям, которые помогут им в дальнейшем развиваться и вот активно сотрудничать. Потом у нас впервые в этом году проходил курс также для сценаристов народных театров. Это тоже очень важно, поскольку очень много постановок совершается именно на местном материале, и это гораздо важнее и интереснее вот местным жителям работать с местным материалом, со своими авторами. Но для того, чтобы донести это для зрителя, конечно, нужно иметь определенную подготовку, чтобы уметь работать со словом и с текстами. Ну, где-то вот, что касается конкретно программы, да, это в какие-то особенные дни проходит, где еще в следующий раз можно приобщиться к прекрасному, да, и на какой вот, площадке? Да, да, теплый период, к сожалению, заканчивается. У нас летом тоже были, ну, вы знаете, что проводится фестиваль «Лето Якутия» в республике, и открытие арт-объектов, оно тоже всегда сопровождается какой-то, ну, вот, общественной активностью. В частности, вот мы делали большое мероприятие в сквере Ворота Якутска. Это, вы знаете, на въезде в город Якутск появился новый такой арт-объект интересный. И также по всей республике, где у нас появляются такие арт-объекты, мы очень благодарны инициаторам этой акции, художникам нашим местным. Мы тоже совместно вот проводим такие мероприятия открытия. Это тоже в формате Open Air происходит. Здорово, здорово. Владислав Валерьевич, ну, близится год театра к концу, да? Каких успехов мы сегодня добились, да, к этому дню, каких результатов, какие можно, ну, так коротко подвести итоги Ну, у года? нас очень много было, да, действительно значимых событий в сфере профессионального искусства театрального, и очень многие наши театральные коллективы смогли выехать за пределы республики, и в этом году у нас активность особенно большая по Дальнему Востоку. Надо сказать, что мы очень благодарны принимающей стороне, потому что, ну, у нас, скажем, вот, необходима определенная помощь для организации выезда больших коллективов, и, конечно, мы не можем у себя в бюджете закладывать такие расходы. Все выезды у нас совершались именно за счет приглашающей стороны. В этом году нам субъекты Дальнего Востока очень помогли, и они очень заинтересованы, чтобы наши профессиональные коллективы выезжали. Вот у нас буквально Русский театр выезжает в Магадан, Саха-театр выезжает в Чечню. То есть очень такая, ну, большая активность гастрольная в этом году. И в этом году у нас также появилась договоренность о том, что фестиваль «Территория», именно театральный фестиваль «Территория», который проходил на Дальнем Востоке, он пройдет в 2021 году у нас в Якутске. Но это тоже как бы такая, скажем, ну, почетная миссия для нас, для нашей театральной республики, встречать такой большой фестиваль. И мы надеемся, что это будет, ну, тоже достаточно знаковое такое событие для вообще всего дальневосточного региона, не только для Якутии. Владислав Валерьевич, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Желаю вам сегодня отличного дня, хорошего настроения, плодотворной работы. Спасибо. Ну а у нас впереди небольшая рекламная пауза. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер абонента МТС 279-2262, на который мы по-прежнему ждем ваши сообщения, пожелания, поздравления. Ну а далее у нас, опять же, повторюсь, реклама, после которой в нашей студии ожидаются гости, братья наши меньшие, а именно собаки, которые считаются подружейными собаками. Какие это собаки, узнаем после рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. 10 сентября на календаре, день недели, вторник. Передаю слово своим коллегам, после чего мы обязательно с вами увидимся. Не переключайтесь ни в коем случае. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте.
Завоз топливно-энергетических грузов в Якутии на сегодняшний день выполнен на 90%, и 80% доставили до мест назначения. Как нам рассказали в Государственном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства, до середины октября весь необходимый объем будет выполнен, несмотря на мелководье на реке Лене. Завоз грузов на реке Колыме и вовсе перевыполнили. По ней на сегодня завезли аж 104%. К примеру, с угольного разреза Джибарики-Хая у нас при плане 158 800 отгружен практически весь объем, за исключением 3500 тонн, предназначенных для доставки в пункты Усть-Алданского района. В ближайшую декаду данный объем будет доставлен до пунктов назначения. При плане 57 800 тонн доставки угля с Ангарского угольного разреза у нас доставлено до пунктов доставки 67%. Плановое отключение воды пройдет в нескольких кварталах столицы республики в эти дни. Сегодня с 10 утра до 20 часов вечера в связи с врезкой запорной арматуры на участке водолинии Дежнева, автодорожная 20. Под отключение попадают кварталы 68, 11, частично 10 и 65. Подача воды будет ограничена также 11 сентября с 10 до 24 часов в связи с переврезкой, необходимой для проведения ремонта дороги. Отключат кварталы 70, 74, 23, 114, 143, 56, 59, частично 48 и жилой дом 102 по улице Лермонтова. Высшая школа экономики повысит качество образования школьников Хангаласского улуса. До 2022 года образовательные результаты учеников должны вырасти на 10%. Будут внедрены новые педагогические и цифровые технологии, обновлены управленческие и организационные механизмы муниципальной системы образования. Эксперты повысят квалификацию педагогов и директоров школ. Отмечается, что особый акцент будет сделан на онлайн-образовании и проведении каникулярных школ. К проекту планируется привлекать местные организации, которые обладают нужным потенциалом для работы с учителями и детьми, а также профессиональное сообщество. В Улусе всего 28 школ и почти 5000 учеников. Испытанные подходы в дальнейшем планируется распространить на другие муниципалитеты, в том числе за пределами Якутии. Стартовал новый телесезон в национальной вещательной компании «Саха». Дирекция эфирного вещания учла все пожелания зрителей и включила в программу рейтинговые передачи. Кроме этого, появились новые телепередачи для мужчин и гурманов. Также компания выпустит новые сериалы. Уже в декабре планируется показать сериал под рабочим названием «Иза и Лиза». А после Нового года еще один телесериал. Новые проекты – это у нас «Готовим вкусно», затем идет «Мужской разговор», это которые в этом году только запускаются эти новые передачи, и уже полюбившиеся передачи, которые «Сеген Сире», «Энсу Луску», «Нюрдель», это все равно порадует наших телезрителей, и новый проект у нас будет «Танцуй Инкюля», и где мы принимаем заявки, до сих пор пока принимаем, участвуйте. Там не более 10 человек, коллектив должен быть с республики, и там не участвуют непрофессионалы, это самодеятельные коллективы. Также с этого дня радио ТТ можно слушать через новое мобильное приложение. Дирекция радиовещания НВК «Саха» запустила новое мобильное приложение на платформах iOS и Android. Таким образом, пользователи могут слушать якутское радио в любой точке мира, где есть интернет. Отметим, что в новом радиосезоне редакция подготовила для жителей республики много интересных программ. Также радиослушателей ждут оперативные прямые включения с мест различных событий. В течение 17 часов в студии будут находиться ведущие, а также много новых рубрик, передач, а также прямых подключений именно с места событий. А также будут литературные чтения произведений известных авторов. А также мы на днях запустили новое мобильное приложение. Таким образом можно слушать радио в любой точке мира, где есть интернет и мобильная связь. Такова информация к этому часу. Оставайтесь с нами.
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. День подружейной собаки проведут 15 сентября в угодье охотничьего клуба «Баянай» в городе Якутске. К участию приглашаются владельцы ретриверов, легавых и спаниелей. И сегодня в нашей студии я рада представить вам Ольгу Калачкову-Яковлеву, инициатора проведения Дня подружейной собаки в городе Якутске, владельца питомника английских кокер-спаниелей. Ольга у нас сегодня вместе со своим питомцем Оскаром. А также Геннадий Брундуков, владелец русского охотничьего спаниеля по кличке Варя. Варя тоже в нашей студии. Доброе утро, уважаемые гости. Ольга, но в какой раз проводится День подружейной собаки именно вот в нашем городе, да? Ага, каковы основные цели у мероприятия? Ага. Ну, День подружейной собаки проводится у нас впервые. И данное мероприятие направлено на развитие и популяризацию охотничьего собаководства в республике, обмен опытом и подготовка полевых собак. Ага. Вот. И День подружейной собаки мы проводим при поддержке клуба «Ярас», охот-рыболов Союза и клуба охотничьих собак «Баянай». Так. Ну, какова программа, да, у Дня подружейной собаки? Ну, в рамках... Какие-то задачи, тестирования будут проходить, да? Ага. Ну, в рамках Дня подружейной собаки мы проведем тестирование. Тестирование на отношение к выстрелу, на розыск птицы, на подачу битой птицы, на подачу суши и на подачу битой утки с воды. Так. И кроме этого, в рамках, в программе Дня подружейной собаки будет много конкурсов, общение с кинологами, с ветеринарами, ну и вот это тестирование. Ольга, ну вы как инициатор, да, расскажите, откуда у вас идея появилась? Да, ну эта идея появилась не спонтанно у нас, да. Допустим, мы 2 года назад провели впервые вот семинар для владельцев охотничьих собак. Для этого мы пригласили с Москвы эксперта всероссийской категории Олега Игоревича Янушкевича. И провели также круглый стол, практические занятия. Это на базе нам любезно Герман Арбукаев предоставил местность Чочур-Муран. Мы там это проводили. Теперь вот это тестирование у нас как бы получится как подготовительный этап к испытаниям. Вот наша цель, чтобы здесь все-таки в Якутии проводились испытания подружейных собак. Ради этого все это подготовительная часть идет. На Дальнем Востоке пока только во Владивостоке проводится. Вот мы как раз-таки видим, да, сейчас на видео. Это вот тестирование, да, проходит? Да. Нет, это не тестирование, это мы собираемся и проводим занятия по подготовке подружейных собак. Да? Это подготовительные занятия, обязательный элемент – это хождение рядом с владельцем, с поводком, без поводка. Занятия проводит Максим Петков. Вот собаки должны останавливаться по команде. Также собака должна приносить вот утку, не повредив ее. У нее мягкая хватка должна быть. Вот мы на этом видео видим, как мы обучаем собак держать собаку и по команде давать ее владельцу. Также вот отношение к выстрелу, и после выстрела по команде владельца собака уже должна идти на поиск. Вот. У каждой породы свой поиск. Кто-то нижним чутьем, кто-то верхним чутьем ищет собаку, это птицу. Геннадий, ну расскажите про Варю нам, да? Она у нас победитель выставки подружейных собак 2019 года. Да, но она победитель выставки это среди спаниелей. Ринг спаниелей был. Также она взяла диплом 2-й степени, это беста, то есть всех собак выставки.
Я хочу вот Геннадия поправить, да, немножко, потому что Варя не просто стала победителем среди спанелей, в группе спанелей, она стала лучшим представителем породы среди подружейных собак. Оскар, Варя вышли в финал, суперфинал, и уступив только Лайке, Варя заняла почетное 2-е место всей выставки. Геннадий, ну вы будете принимать участие? Да, конечно, обязательно. Так. Ну как долго нужно готовиться, чтобы достойно выступить, да, и пройти все тесты? Готовиться нужно каждый день. Каждый день? Конечно. А Варе сколько ей лет? Варе по характеру? Варе 1,5 года. По характеру спокойная. Я еще хотела вот добавить, да, насчет Вари. Варя привезена из Московской области, из питомника русских охотничьих спаниелей, и имеет документы как по линии РОРС, так и по линии Российской кинологической федерации. Это очень редко для нас. Вот, тоже видео показывают с наших занятий. Ну вот помимо какие-то требования конкретные должны быть к собаке, помимо вот особенностей породы, да, помимо того, что она должна каждый день заниматься, готовиться, что еще учитывается? Ну, в принципе, вот все подружейные собаки, да, они в основном, вот почему они их называют подружейными собаками? В отличие от других охотничьих собак, они являются помощниками охотника и находятся недалеко, должны находиться недалеко от охотника и как бы в пределах выстрела, ну то есть под ружьем. Поэтому их называют подружейными. И подружейные собаки делятся на 3 группы. Это как бы по навыкам их охоты, по манерам. Ольга, Геннадий, огромное спасибо за участие в нашей программе. Мы желаем вам отличного проведения Дня подружейной собаки 15 сентября, напомним нашим телезрителям, в охотничьем клубе «Военной». Но у нас реклама, не переключайтесь. Добро пожаловать в новый день, 10 сентября на календаре. Давайте узнаем, какая погода ожидает нас сегодня в районах республики и в столице. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4, плюс 10 градусов. Днем ожидается плюс 18, плюс 19 градусов. В Заречье утром 0, плюс 6, днем плюс 16, плюс 19 градусов. В южных Улусах плюс 5, плюс 6 утром, а днем плюс 12, плюс 14. В Вилюйских Улусах плюс 7, плюс 13 утром, днем до плюс 17 градусов. В Нижнеленских Улусах плюс 4, плюс 8 утром, днем плюс 10, плюс 15. В западных Улусах плюс 6, плюс 11 утром, днем плюс 15, плюс 18 градусов. В Колымайдигирских Улусах минус 1, плюс 4 утром, а днем плюс 6, плюс 10 градусов. В Янских Улусах плюс 3, плюс 5 утром, днем плюс 2, плюс 8 градусов ожидается. В северо-западных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 1, плюс 5, днем ожидается до плюс 4, плюс 8 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Днем в столице ожидается без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 18, плюс 20 градусов тепла. А
Напомним, указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года утверждены 12 национальных проектов по направлениям социально-экономического развития. Одним из направлений – здравоохранение. Сегодня в нашей студии главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Алена Никитина. Алена Михайловна, доброе утро. Я хочу сразу телезрителям сообщить, что присоединиться к нашей беседе вы можете по номеру телефона, который видите на своих экранах, 42 38 97, а также посредством нашего WhatsApp номера можете нам написать. Абонент МТС 279 22 62. Алена Михайловна, давайте приступим к беседе. Расскажите о ходе реализации национального проекта «Демография», регионального проекта укрепления общественного здоровья. Да, как вы правильно заметили, указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, номер 202, так называемого майского указа, перед системой здравоохранения была поставлена амбициозная задача. Очень серьезная задача, реализация которой мы сейчас занимаемся. Это повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет. То есть в 2030 году мы должны войти в клуб 80+. Вы знаете, на самом деле это очень, вот перед нашей системой поставлена очень серьезная задача. Конечно, как вот мы их будем решать, да, как будут реализовываться в отдельно каждом, так скажем, регионе нашей огромной страны, от этого будет зависеть общая задача и в целом реализация национального проекта. Но мне хотелось бы немножко рассказать о том, чем же мы непосредственно занимаемся. Значит, здравоохранение является, так скажем, ответственным за реализацию национального проекта здравоохранения. Это, как вы уже правильно в самом начале сказали, это чисто, так скажем, наша прерогатива. А в национальном проекте «Демография» у нас есть 3 раздела, за которые мы являемся ответственны совместно с Министерством труда и социального развития. Но наше учреждение непосредственно занимается и занималось, начиная с 2018 года, разработкой и уже реализацией мероприятий в 2019 году. Он на нашем уровне, он называется региональный проект укрепления общественного здоровья. О нем могу рассказать подробнее. Мы, знаете, вот еще со времен нашего первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева, когда он, значит, при его, так скажем, огромной работе, при его поддержке была утверждена доктрина здорового образа жизни. Это еще было в начале 2000-х годов, где-то в 2010 году, наверное, да? И тогда уже наша республика на самом деле занималась вот этой очень серьезной задачей привести каждого человека, каждого гражданина нашей огромной республики к этой, так скажем, мысли, да, к этому вообще, я бы сказала, к этой цели, да, вести здоровый образ жизни. Это очень серьезная такая... вообще такие серьезные вопросы, которые на самом деле, вот, они всегда на слуху, да. Мы везде говорим об этом. Ведите здоровый образ жизни, ведите... как же его вести на самом деле, этот здоровый образ жизни? Уже да? как будто и приелось, да? Да. Мы каждый раз стараемся какие-то новые, так скажем, форматы, да, применять, пытаемся донести до каждого человека, что он должен... так скажем, сам на самом деле быть ответственным за свое здоровье, и только тогда совместно, естественно, с системой здравоохранения, совместно с врачами мы можем говорить, да, мы достигли этой цели. У нас есть там, значит, в национальном проекте определенные задачи.
Самое, конечно, главное – это достижение показателей. Такие показатели, они на самом деле раньше, конечно, были, но, так скажем, в общем. То есть смертность, об общей смертности, да, в системе здравоохранения мы постоянно говорим, а о смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста мы стали говорить на самом деле впервые. И вот какие там проблемы на самом деле есть. Смертность мужчин, к сожалению, трудоспособного возраста, она более чем в 2 раза выше, чем смертность женщин этого же возраста. И у нас по республике, так скажем, основными причинами этого выявления являются прочие причины, так скажем, да, внешние причины. То есть на самом деле внешние причины это такие причины, как самоубийство, убийство, утопление. То есть на самом деле это те причины, которые не совсем всегда зависят от здравоохранения. То есть в реализации, так скажем, вот в этом направлении, конечно, мы должны работать очень тесно, совместно с другими, так скажем, структурами, это такими, как, естественно, и социальными структурами, да, это и с МВД, это и, значит, ну, абсолютно со всеми структурами, так скажем, такой нашей огромной системы государственного управления. И, значит, на втором месте это система болезней кровообращения, ну, так скажем, это уже стандартно. И третье место – это онкологические заболевания. Это мы говорим о региональных показателях, да? Да, это мы говорим о региональных показателях, потому что система, она такая. То есть региональный уровень, далее федеральный уровень и самый высокий – это, естественно, национальный, самый большой проект. Так скажем, это мы его составляющая, наш региональный проект. Знаете, вот если говорить о смертности мужчин трудоспособного возраста, в разных районах, конечно, у нас этот показатель на самом деле разный, потому что и причины, вот, как я говорю, в целом это внешние причины, но в некоторых районах, и это касается больше все-таки северов и Арктики, а в некоторых районах, особенно это центральная Якутия, это на первом месте, к сожалению, болезни системы кровообращения, как в целом по республике. С женщинами трудоспособного возраста на самом деле ситуация у нас, конечно, гораздо лучше. Хочу сказать, что по этим показателям за 2018 год, в принципе, у нас ну, очень как бы мы идем, как говорится, с выполнением, так скажем, тех плановых показателей, которые у нас стояли, даже с перевыполнением. Но я всегда боюсь об этом громко говорить, потому что ситуация может меняться на самом деле. К сожалению, демографические показатели, они имеют такое вот волнообразное, иногда бывает, течение. Но мы, значит, вот какие же мероприятия, так скажем, да, мы должны реализовать на территории нашей республики. Конечно, вот я всегда, вот в последнее время, когда выступаю, да, я всегда говорю, что мы иногда, может быть, не совсем понятно говорим, так скажем, непонятным языком, да, но тем не менее каждый раз я вот все равно озвучиваю, так скажем, да. Значит, у нас там основные, так скажем, 4, так скажем, задачи, да, это формирование системы мотивации к ведению здорового образа жизни и, значит, это посредством, так скажем, каких-то организационных мероприятий, да, в том числе и создание на нашей территории Центра общественного здоровья. Это, так скажем, тоже непривычные для нас сейчас пока такие термины, но тем не менее я очень надеюсь, что мы со временем донесем, так скажем, до нашего населения о том, что общественное здоровье – это здоровье, которое должно укреплять не только органы здравоохранения, но и, так скажем, другие наши службы. Далее это, естественно, формирование самого, так скажем, здорового образа жизни посредством, значит, снижения показателей по употреблению алкоголя, по, значит, снижению табакокурения,
ну, это уже, так скажем, известные, так скажем, вот о том, что мы вначале говорили, это действительно уже показатель здорового образа жизни, да, в том числе и питание. Ну, на самом деле у нас на территории республики очень много делается. Да, просто, может быть, мы не совсем об этом, как говорится, громко говорим, да, но когда мы выезжаем за территорию нашей республики, когда мы выступаем на каких-то федеральных, так скажем, мероприятиях, нас всегда на самом деле ставят в пример. Да, потому что у нас очень много делается в этом отношении. Алена Михайловна, огромное вам спасибо за утренний разговор, очень полезный разговор. Всегда рада видеть вас в нашей студии. Ну, а наша программа подходит к концу. Увидимся с вами завтра.